Международный фестиваль искусств сердца Евразии в 2020 году отмечает свой первый юбилей. Он отмечается уже в 5-й раз, но мы просто не смогли пройти мимо и не осветить это событие. Это, пожалуй, первое массовое мероприятие после снятия очередного этапа запретов. Чтобы попасть в амфитеатр парка Ватан, при себе нужно, конечно же, иметь маску. Погода в этом году не очень-то и балует, но несмотря на холод и дождь, народу прилично. Уфимцы очень соскучились по таким массовым мероприятиям. Насколько, в принципе, было трудно участвовать в организации такого мероприятия, да еще при плохой погоде? Было не особо трудно участвовать, потому что мы уже привыкли, и мы постоянно делаем все для того, чтобы было приятнее посетителям приходить на такие мероприятия. Ты в довольно молодом возрасте, это вообще трудно участвовать в организации таких больших, огромных мероприятий? Нет, не трудно, мне 15 лет, я уже год волонтерю, и благодаря хорошим организаторам все проходит очень гладко. В рамках фестиваля проходит несколько мероприятий, о каждом подробнее расскажут мои коллеги. Но мне хочется обратить внимание на звездный состав приглашенных артистов. Надежда Бабкина, Пелагея, Бурановские бабушки. Все топовые и хайповые исполнители народных песен здесь. Интересно, что же привлекает моих сверстников в таком событии? Смотри, вот я, насколько понимаю, ты первый раз на таком мероприятии. Тебе понравилось вообще или нет? Да, мне очень понравилось. Я в первый раз, да. А что именно тебе понравилось на этом мероприятии? Ты ради чего-то пришла особенно, или вот тебе просто все в целом понравилось? Ну, мне все в целом понравилось. Как поют, вот, танцуют. Красиво это все. А плохая погода вообще стала для вас помехой? Или вы получили хорошие эмоции, несмотря на это? Да нет, от погоды не зависит. Сердце Евразии – это единственный музыкальный фестиваль в России, объединяющий разные жанры и направления. Он входит в топ-10 лучших массовых мероприятий России. За фестивалем следят не только уфимцы, но и активные пользователи сети. У этого фестиваля, в принципе, есть две темы. Первая – это, как вы поняли, День национального костюма, а завтра будет отмечаться 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы, конечно же, всех поздравляем и будем дальше отмечать. Очень патриотично, модно и, конечно же, хайпово. Руслан Николаев, Станислав Ницца специально для Горы новостей.